Ҳара ҳаҟоуп ишиашоу аефираҿы жәларбжьаратәи ацентртә алхратә комиссиа апресс-центрраҿы. Араҟа минуҭқәак рыла иалагараны иҟоуп амш актәи азыбжа иалагӡаны. Алхратә комиссиа хада ахантәаҩы Дмитрий Маршьан алхрақәа шымҩаԥысыз азы иҟаиҵо ахҳәаа ииашоу информациа ауаажәларра рызнагаразы. Ҳара амш иалагӡаны Аԥсны иаҭааны иҟоу жәларбжьаратәи анаԥшцәа ҳрыҿцәажәара мҩаԥаагалоит. Иара убасгьы аҭыԥантәи журналистцәа реиԥш араҵәҟьа аус руеит Урыстәылантәи иааз ҳколлегацәагьы. Уажәы ҳарзыӡырҩып ацентртә алхратә комиссиа ахантәаҩы иҟаиҵо аихшьаалақәа. Международный пресс-центр продолжает свою работу. Жаве саат қалахейт, уажәы Аԥсны алхратә комиссиа хада ахантәаҩы Дмитрий Маршьан иаҳзеиҭеиҳәоит абри аамҭазы зыбжьазҭахьоу ауааԥсыра рхыԥхьаӡара ахьынӡанеихьоу. На часах в полдень председатель Центральной избирательной комиссии объявит данные о ходе голосования и о явке на это время. Уважаемые гости, уважаемые журналисты, к 12 часам дня у нас здесь есть информация по Республике Абхазия проголосовало чуть более 21% в целом по республике. Вот. С вашего позволения я озвучу процентную явку по округам и, соответственно, по районам. Вот. По городу Сухум у нас 9 округов. В первом округе проголосовало 20%. Во втором округе 14%. В третьем округе 21%. В четвертом округе 18%, в пятом округе 16%, в шестом 26%, в седьмом округе города Сухум 15%, в восьмом округе 25%, в девятом 18%. В целом по городу Сухум проголосовало почти 22% к 12 часам дня. По городу Гагра у нас здесь 5 округов. В 10 округе города Гагра проголосовало 16%, в 11 округе 18%, в 12 округе города Гагра 16%, вот, в 13 округе 14%. Также в 14 округе города Гагра проголосовало почти 22% к 12 часам дня. По Гудауте и по Гудаутскому району у нас здесь 7 округов. Вот. 15-й округ Гудаутского района проголосовало 18%, в 16-м 19%, в 17-м округе также 19% проголосовало, в 18-м округе проголосовало почти 15%, в 19-м 20%, в 20-м округе 22% почти. В 21 округе Гудаутского района 26%. В целом по Гудаутскому району проголосовало, по городу Гудаута и Гудаутскому району проголосовало чуть более 26%. Так. По Сухумскому району у нас 2 округа. У нас 2 округа. В 22 округе проголосовало 31%. В 23-м проголосовало 30%. Итого по Сухумскому району 33% проголосовало. Вот. По Гульрипскому району у нас 3 округа. 24-й округ 13%, 25-й 20%, 26-й округ 21% почти проголосовал к 12 часам дня. Что касается города Ачамчира и Ачамчирского района, здесь у нас 6 округов. 27-й округ, чуть более 30%, 28-й 19%, 29-й 36%, 30-й почти 20%, 31-й 26%, 32-й 16%. Итого по Ачамчирскому району проголосовало чуть более 25%. Что касается Ткварчирского района и города Ткварчал, там у нас 2 округа. По 33-му округу проголосовало почти 12%, здесь у нас небольшая явка. По 34-му округу более 20%. В целом по Ткварчалу и Ткварчирскому району проголосовало почти 15%. Что касается города Гал, Гальского района,
то здесь проголосовало чуть более 20%. Вот. По зарубежным участкам город Москва и Черкесск. К 12 часам в городе Москва проголосовало 450 человек. В городе Черкесск 550 человек проголосовало. В целом, как я вам ранее говорил, по стране чуть более 21% проголосовало, что составляет 28 744 человека. Это данные к 12 часам дня. Коллеги, есть вопросы? Есть. В микрофон, пожалуйста. Включи микрофон. Скажите, пожалуйста, есть ли нарушения на участках? И меня больше интересует участок в городе Москва. Мы знаем, что по информации ранее посол запрашивал 7 тысяч бюллетеней, но однако же ЦИК выдала 4 тысячи бюллетеней. В связи с чем, скажите, пожалуйста, и есть ли нарушения на зарубежных участках тоже? Я понял. Спасибо. Что касается нарушений, к нам было обращение одного из кандидатов по поводу того, что в некоторых участках не дают фотографировать дополнительные списки. Дело в том, что в законе прописано, что фото- и видеофиксация от наблюдателей или участковых комиссий запрещена. Но мы разрешаем, чтобы наблюдатели могли в ручном режиме выписывать без персональных данных паспорта, имя, фамилия, отчество. То есть вот в этом вопросе в основном была заминка по некоторым участкам. Вот мы этот вопрос решили, пока проблем нет в этом отношении. Что касается города Москва и Черкесск, там, насколько мы знаем, наши представители Центральной избирательной комиссии находятся. Вот. Помимо того, что много людей, никаких там нарушений не наблюдается. Общественный порядок соблюдают граждане, и также правоохранительные органы в этом отношении оказывают помощь. Вот. Что касается бюллетеней по Москве и Черкесску, да, было обращение посла по поводу 7 тысяч бюллетеней. Дело в том, что у нас специфика работы, Центральная избирательная комиссия, она такова, что мы практически знаем проходимость одного участка, вот, поэтому сегодня вот даже данные говорят о том, что если за 3 часа, а там плотный график, людей много, вот, за 3 часа проголосовало не более 450 человек, там, да? Грубо говоря, еще 9 часов осталось, если даже сложить его по 500 человек, максимум, по нашим прогнозам, это не более чем 2500-3000 человек могут пройти по данному участку. Но у нас мы с запасом отправили 4000 бюллетеней. Я думаю, что это более чем достаточно, поэтому по проходимости мы высчитали и отправили количество бюллетеней. Вот. Есть еще вопросы? Да. Микрофон передайте, пожалуйста. Белагорба, ГТРК. У меня вопрос к Дмитрию Зурабовичу. Как вы можете прокомментировать отсутствие ранее заявленного количества от лица ЦИК Российской Федерации, наблюдателей от лица ЦИК Российской Федерации? Не считаете ли вы этот факт недочетом в контексте политкорректных межгосударственных отношений с нашим стратегическим партнером? И такой вопрос. Было ли на вас совершено давление одного из штабов, и как полагает часть нашего общества? И хотелось бы услышать истину последней инстанции. Спасибо. Спасибо за вопрос. Что касается давления, никакого давления на Центральную избирательную комиссию никто, даже если захочет, не сможет оказать, потому что у нас ребята и состав комиссии довольно-таки зрелые, поэтому в этом отношении никаких давлений быть не может. Вот. Мы профессионально подходим к работе. Что касается наших друзей из Российской Федерации, мы в первую очередь аккредитовали
прежде чем 30 стран аккредитовать, мы приоритет поставили нашим друзьям, стратегическим партнерам. Вот, представители Государственной Думы аккредитовали, Совета Федерации, Общественной палаты. Вот. Я утром вам отвечал на вопрос по поводу направления Центральной избирательной комиссии России. Там заминка была именно в количестве человек, которые в случае необходимости, которых нам предлагали. Конечно, что касается влияния на межгосударственном уровне, я считаю, что никакого влияния здесь негативного быть не может, потому что это, наоборот, нам дополнительно дает возможность, чтобы мы более плотно, более чаще взаимодействовали, и то необходимое количество наблюдателей, которые считают наши друзья, мы могли бы это уже в спокойной обстановке проработать, потому что у нас разнилось представление о том количестве, которое будет необходимо здесь, потому что более 200 представителей Центральной избирательной комиссии нам предлагали, вот, и вопрос именно заключался в одобрении, какого количества необходимо пребывать здесь. Вот. Я думаю, что как раз у нас есть такая возможность поблагодарить наших коллег из Центральной избирательной комиссии, которые непосредственно оказывают помощь и содействие по городу Москва и Черкесск, потому что все технические условия организационные они нам создали для того, чтобы наша абхазская комиссия могла в комфортных условиях принять наших граждан для того, чтобы они свое волеизъявление выразили. Спасибо, коллеги. Данные о ходе голосования объявим в 15:00. Уже ажарыму по обсудили хопшра, ажебшква редакция.